известно, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций накануне приняла проект усиленной резолюции Украины по российской милитаризации Крыма. Как отметили в постоянном представительстве Украины в ООН, главная цель резолюции – это обеспечение вывода российских военных из Крыма. Против украинской резолюции ООН по милитаризации Крыма проголосовали 17 стран, в том числе Россия. За принятие документа высказались 63 страны, еще 62 воздержались. Результаты голосования опубликовал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Так, против проекта резолюции голосовала Россия, Армения, Беларусь, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Иран, Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве. С нами сейчас на прямой связи Валерий Кравченко, директор Центра международной безопасности. Пане Валерию, вітаю вас. Добрый день. Добрый день. Сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что принятие усиленной резолюции по милитаризации Крыма позволит осуществлять еще большее давление на Россию. Вот что он сказал, предлагаю вместе его послушать. Ухвалення резолюції свідчить про те, що мілітаризація Криму, яка здійснюється Російською Федерацією як державою-окупантом, залишається в центрі уваги міжнародної спільноти, яка розглядає перетворення Криму у величезну військову базу як пряму загрозу безпеці і стабільності в регіоні. Также руководитель прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополь Игорь Паначевный поприветствовал принятие резолюции по милитаризации в Крыму и отметил, что это является важным вкладом для продолжения международного давления на Россию. Вот его цитата. Це важливий внесок в продовження міжнародного тиску на Російську Федерацію, оскільки держава-окупант активно здійснює мілітаризацію Кримського півострова і нарощує військові потужності в Чорному морі. Серед іншого, резолюція також закликає Російську Федерацію припинити військову пропаганду серед дітей, головною метою якої є проведення подальших незаконних призовних кампаній в ряди Збройних сил Росії. Ну а вот в России очередная истерика. Там первый заместитель постоянного представителя России при ООН считает, что принятая 7 декабря резолюция по милитаризации Крыма никак не повлияет на жизнь жителей полуострова. Он назвал документ лживым и абсурдным. Все, что остается майданным властям, которые своими действиями и пронизанной ненавистью и национализмом риторикой оттолкнули от себя крымчан, в бессильной злобе штамповать ни на что не влияющие лживые и ущербные резолюции. Ну, раз такая реакция от России, значит, все-таки она на что-то влияет, пане Валерий? Ну, конечно, наверное, влияет, но и Россия реагирует так, как должен реагировать агрессор, оккупант. Украине очень важно с года в год напоминать о себе, о важности темы Крыма и о том, что никогда не будет для цивилизованного мира эта тема закрыта, как этого хотела, наверное, бы Российская Федерация. И, конечно, немножко смущает вот эта динамика, когда мы, наверное, не дорабатываем дипломатически, потому что с каждым годом у нас уменьшается количество стран, которые поддерживают эти резолюции. Но у нас с прошлым годом ничего не уменьшилось, было 63, есть 63. Однако просто давайте вдумаемся в то, что из африканских стран, которых, как известно, 54 члены ООН, за резолюцию проголосовало всего 2. Это Ботсвана и Либерия. То есть у нас есть огромный пласт возможностей работать с такими странами, которые, в принципе, демократические в Африке, в Южной Америке. В Южной Америке ни одна страна не поддержала эту резолюцию. Немножко меньше в Азии, поскольку там есть влияние определенное Российской Федерации. Мы видим позицию Ирана, позицию Китая по этому вопросу. Ну, однако мы, наверное, не дорабатываем, поэтому есть куда стремиться. Вот меня лично удивила позиция Азербайджана, ведь наша страна активно поддерживала Азербайджан в вопросе восстановления ее территориальной целостности. Мы оказывали всяческую дипломатическую, политическую поддержку. Да что там говорить, мы Азербайджан определили своим стратегическим партнером, но здесь на голосовании мы видим, как Азербайджан воздерживается. Это что? Это такое голосование ногами, как называется в Организации Объединенных Наций, или просто нежелание проявить свою позицию?
Азербайджан поддержал только одну нашу резолюцию, там, где было 100 стран, это по оккупации Крыма в 2014 году. После этого это последовательная позиция, они не приходят на голосование. То есть это не голосование ни за, ни против, они просто никогда не предъявлялись на голосование, ни по правам человека, что понятно, есть в Азербайджане все-таки режим Ильхама Алиева, и там есть определенные вопросы у Transparency International, у международных правозащитных организаций относительно прав человека в Азербайджане. Ну и вот по милитаризации точно такая же позиция, уже не первый год. Очень примечательно, что Турция голосует за нас каждый год. Азербайджан, который всегда мы рассматриваем в спарке с Турцией, именно если говорить про этот регион, про Кавказ, всегда голосует вот так. Ну, мы видим российских миротворцев в Карабахе, мы понимаем сложность архитектуры для Азербайджана и необходимость в определенной степени лавировать. Поэтому я бы, конечно, не осуждал их за эту позицию, но, конечно, так стратегический союзник, как это написано в стратегии национальной безопасности, наверное, поступать не должен.